Храм Преображения Господня в Вижме построен в 1828 году. Самый известный по всей округе. Мне даже в Рождество этого года отправляли открытки с этим храмом, написано «Рождествоен». Это визитная карточка Ижемского района, и сейчас она нуждается в восстановлении. Купол уже новый, обновили. Самое основное теперь фасад. Фасад обновить. Требуется очень много денег, но я думаю, все достижимо, все постижимо. Все-таки это главный храм Ижемского района. Представляете, каково было нашим предкам? Строили храм долго. Неурожай, голод, холод – все это тормозило строительство. Но они не бросили, не отступили, потому что верили в Бога, в будущее, в то, что храм простоит века. И знаете, он до сих пор стоит. Провинциальный классицизм столкнулся здесь с традициями народного деревянного зодчества. Получилось грузно, но внушительно. Второго такого храма на всем севере не было. Ижемцы могут гордиться. А мы приехали сюда, чтобы просто зайти вовнутрь. Но дверь замерзла. Видимо, вода капала с крыши. Сначала пробовали подручными средствами разбить льдинки, потом инструментом. Кололи, скребли через тернии к звездам. Так было тогда, так и есть сейчас. Мы внутри. Мама, там дядя. Наш храм 1902 года, начало постройки, в 27-м закончили его строить. Он состоит из двух составляющих. Это первый этаж зимний храм, здесь был вход центральный, и мы заходили зимой, отапливался нижняя часть, отапливалась. Началось все с того, что межэтажные перекрытия рухнули. Верхняя часть тоже. Храм восстанавливать начали с 2016 года. Все работы начались с субботника. Заменили купол, потом вторым этапом заменили верхнюю кровлю и укрепили верхние стены. Жители объединились. Пришли все, кто ходят на службу и кто не ходят в храм. И начали выносить весь мусор, рухнувшие балки. Сделан огромный объем работы. Есть успехи. В храме прошла первая литургия летом 2025 года, но работы по восстановлению храма Преображения Господня продолжаются. Вот там еще внизу есть, видишь там, да? Да, там внизу пониже, посмотри, еще там с маме, да. Спасибо. Сладкая маме. В целом он утратил, к сожалению, при своем вот этом разрушении. О, спасибо, Томас. Тоже мне угощаешь? А тебе заезжать, Томас? Куржем ческін. Ческін даю, мол. Томас, спасибо тебе за камбэк. Но сосульку с храма я не ел еще, да. Когда в 2016 году мы создали попечительский совет, и мы нашли компанию, которая приехала сделать обследование, потому что мы не понимали, можно его восстановить, нельзя восстановить его. На улице было градусов, наверное, под 30. Мы сделали фотографии, отправили, что у нас мы вообще имеем, что хотим. Нашли ребят из Челябинска. Я им все это сбросил, они приехали сюда и попросили нам подготовить леса наверх поднять. Я говорю, мы хотели сохранить максимально как есть купол. Он был деревянный, из дерева сделан. Там основной купол который. И поднимаемся туда, я говорю, слушайте, ребят, посмотрите, они, люди занимаются больше 30 лет этими вопросами, профессионально поднялись, посмотрели. И говорят, слушай, поднимись сюда. Я поднимаюсь к ним, туда вот на эту высоту. Они говорят, смотри, говорит, вот это основание, говорит, между кирпичом и деревом, оно прям горячее. Голуби за эти многие годы наложили помета вот с человеческий, с половину вот так вот. И оно все работало против нас, время работало против нас. И они говорят, слушай, мы не знаем, как он стоит, а он уже был такой крен у него. Говорит, возможно, это вот все рухнет, свалится все. И говорит, остановить это невозможно. Только тихонечко вручную разобрать все и точную копию сделать. И вот тогда мы с ними все это приняли решение, сделали проект противовоенных работ, поддержал Республика, поддержал Лукойл. И мы это все сделали. Собрали его там, в Верхозерном, привезли сюда. И уже здесь монтировали, подняли его. Это было 18-й год. И вот это начало такое, было такое основное. Ну, в основе купола шло 20 миллионов. Да.
20 с чем-то это получилось. Это в общем плане, что мы купол, плюс подкупольную часть, четверик, барабан и алтарную часть заменили. Вот, укрепили весь этот пояс. Но в планах было, это был первый этап, второй этап был остальная часть, фундаменты, но потом приостановилось все у нас. Верхнюю часть, вот эту, на трапезной, вот трапезная часть считается, ее делали 2 года назад. 3 года назад провели ремонт, реставрацию за счет федеральных средств. Нам тоже обошлось порядка 50 миллионов, это уже федерал. По линии консервации заменили, то есть и укрепили стены, стянули и часть проинъектировали. То есть, сложность в том, что мы не являемся федеральным значением памятника, а региональным. Соответственно, это опускается на наш уровень. Но вот это входная группа называлась, да, соответственно, ее заложили, возможно, когда был склад. То есть это закладывали окна, когда уже использовали подскладское помещение. Мы часто проживаем свою жизнь и не замечаем, что творится вокруг. Например, все тут вокруг ездят, на храм особо внимания не обращают. Но по воспоминаниям Ивана Семеновича Артеева, когда старый купол разобрали, а новый еще не установили, когда храм остался без купола, будто бы жизнь в Вижме остановилась. Жители взволновались, они стали подходить, спрашивать, а что случилось, а когда вернут на место, а почему храм без головы. А потом, когда установили новый купол, будто бы эпоха возрождения настала. Вижма снова стала жить своей повседневной жизнью. И я бы хотел сказать, что это архитектурный объект, архитектурный памятник, который является символом Вижмы, и его обязательно нужно сохранить и по возможности восстановить. В Печорском крае был первый каменный храм, строился который. Соответственно, наши так называемые предприниматели, оленеводы, купцы, они старались его приукрасить. Ну и вот эти наши храмы каменные в Тизяпске, в Мохче, в Вижме, они как бы так в троице такой стояли друг с дружкой. Вообще, как бы мне так предполагается, что они рассчитывали и думали, что это будет город Вижма будет развиваться именно как центр. А для развития нужны, этот храм это был все для человека. То есть, соответственно, для количества людей. И я уже когда говорил, что в принципе, если бы строили для себя, им достаточно построить было деревянный храм. А большой каменный кирпичный храм, то есть это значит, я думал не только о себе и о детях, о правнуках, о праправнуках на перспективу, да. Ну и, конечно, сейчас, в данный момент, содержать такой храм непросто. То есть, вот именно в сегодняшнем числе, то есть прихожан немного, но с учетом того, что если, может быть, что-то поменяется в жизни людей, то есть в их образе мыслей, то мы его сохраним хотя бы так, как он есть. А там дальше жить придут, скажут, что нам нужно помещение. Мы не влезаем в тот маленький храм деревянный. Давайте будем думать, приходить и делать. Нам бы сейчас сохранить. Вот если мы не можем что-то сделать, давайте мы сохраним то, что строили наши предки. Да? И вот это исторически, да, даже верить человек в Бога, не верить человек в Бога, да, то есть это его право. Но сохранить то, что построили, я думаю, что это важно и нужно. Ту память, которую они зачем-то это делали. Вариаций можно много разных смотреть. Как развиваться будет жизнь, мы не знаем. То есть и пригодится здорово, но даже как архитектурный памятник, он уже интереснее. Подробную информацию о храме можно узнать на сайте Попечительского совета. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Сейчас храм Преображения Господня ищет помощников в лице людей, меценатов, государства. Принято решение восстанавливать стены храма методом инъектирования. Сам фундамент состоит из бутового камня. Есть подмывания, дефекты, копившиеся годы. И его методом инъекции закачивают специальным раствором. Проект уже составлен. Нужно выполнить большой объем работы. Требуется колоссальная сумма. Порядка 80 миллионов. Но идейные вдохновители по восстановлению храма не унывают. Они знают, дорогу осилит идущий. И мы продолжаем идти по территории Коми. Любоваться красотами природы, архитектурными памятниками и вдохновляться земляками.